Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Игры «Дети Азии» — это не только праздник спорта, но еще и праздник дружбы народов. Делегации 24 зарубежных стран подтвердили свое участие в нынешних играх, в их числе и выпускники игр прошлых лет. О том, что дали им игры «Дети Азии» и какой вклад в состязания вносят в развитие мирового спорта, мы сегодня и поговорим с нашими гостями. Даниил, Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте для начала познакомим с вами наших зрителей, или, может быть, даже наоборот. Даниил, вы были победителем 4-х игр «Дети Азии». Расскажите, вот что было дальше и каких спортивных вершин удалось достичь? Ну, «Дети Азии» для меня были вторыми такими международными соревнованиями, но, наверное, самыми большими. И у меня остались только теплые, прекрасные воспоминания об этом. Я тогда победил, и это был такой большой, сильный толчок в профессиональный, во взрослый спорт. Потому что уже на следующий год уже я попал на чемпионат мира и на Европейский юношеский олимпийский фестиваль. И вот с этого старта начались такие вот большие шаги именно в профессиональный спорт. Юрий, а вы также принимали участие в 4-х играх в Якутске. Вы являетесь одним из призеров. Да, я занял 3-е место. Как изменилась ваша спортивная жизнь после игр? Ну, можно сказать, полностью. Я до этого не видел таких соревнований, такой организации, такого количества соперников. И это было хорошим стартом для будущей карьеры. Сейчас, получается, игры поменялись. Ну да, мне кажется, участников стало больше, стран больше принимают участие, новшества какие-то вводятся. Я был в музее «Детей Азии», там прям виден рост этого мероприятия. Даниил, а скажите, а что повлияло на выбор дисциплины и как вы пришли в свой вид спорта? Ну, у меня отец прыгал в высоту и был тренером, соответственно. И в определенный момент жизни у меня был выбор между баскетболом занимался, или уйти в прыжки в высоту. И в прыжки в высоту у меня там уже был 2-й разряд, по-моему, взрослый. И, естественно, я выбрал пойти по этому пути. Поэтому так отец вроде не заставлял, но плавненько направлял. И поэтому получилось, да. Какой у вас был личный рекорд? 2.34 я прыгал зимой и 2.33 летом. Ого, это очень, да, большой показатель? Ну, я думаю, я не знаю, но мне кажется, что да. Много же выступлений, наверное, было все-таки за спортивную карьеру. Какое самое запоминающееся? Ну, много запоминающихся. Ну, вот «Дети Азии» очень запоминающиеся. Там я выиграл 2.08, я помню, до сих пор. И вот за все годы я сколько прибавил, получается. Вот, кстати, на кадрах, обратите 25. внимание, может быть, вы встретите кого-то из тех, с кем когда-то принимали участие. Но здесь уже как раз пошли соревнования по баскетболу, пока мы с вами беседовали о легкой атлетике. Да. А помните ли, может быть, тот день, когда проходили соревнования? Все-таки, наверное, это были первые международные для вас. Ну, для меня, да. Я помню этот день, как я выходил, как я готовился, как я переживал. Вот. Я уже, правда, не помню, с кем я боролся. Но этот день запомнился мне. Можно ли сказать, что он переломным стал? Да, я до этого говорил, что этот день придал мне очень большой уверенности в себе. И для будущих соревнований это был прекрасный момент. Но вот есть такое мнение, по-моему, как раз-таки в дзюдоистской среде, что враги на татами в жизни друзья. Насколько это правда? Да, это полностью правда, потому что у меня много друзей с разных стран. Да, когда мы встречались на татами, мы готовы были разорвать друг друга. Но потом, когда ты выходишь, если выиграл, то ты пожимаешь руку. Если проиграл, то тебя твой соперник утешает. И вы идете вместе куда-то гулять, выпить и так далее.
Ну что ж, Данил, известно нам, что после чемпионата Европы в 2023 году вы завершили свою спортивную карьеру. С чем связано было такое решение? Но последний чемпионат Европы, на котором я выступал, был в 2015 году. И потом мы отобрались в Рио на Олимпиаду, и там произошел вот этот скандал знаменитый с легкой атлетикой, где нас не пустили на заграничные соревнования. И вот мы 7 лет, 7 лет, по-моему, да, мы просто сидели без международных соревнований, в надежде на то, что нас выпустят и так далее. Я просто устал ждать уже все. А чем сейчас занимаетесь? Вот этот период 7-летний был такой достаточно сложный для спортсмена, тяжело. И тоже вот ребята все с легкой атлетики, кто проходил тоже со мной вот этот путь, где ты мечтаешь о том, чтобы стать, да, олимпийским чемпионом, чемпионом мира, принимать участие в самых статусных соревнованиях, бороться с самыми сильными соперниками, особенно еще когда ты готов не хуже их. И наблюдать за этим, сидя дома, всегда очень тяжело. И для меня это был такой сложный этап, и после этого я ушел, я начал искать, ну, скажем так, работать с психологией. Я пошел в коучинг, начал разбираться в том, почему я так себя чувствовал, почему так себя ощущал. И сейчас я обучаюсь коучингу, обучаюсь психологии, таким вещам. Я ушел в сферу ментального программирования, скажем так. То есть можно сказать, что потом, вот, когда вы завершите свое обучение, вы станете полноценным психологом для спортсменов? Да, возможен такой вариант. Не только со спортсменами, не только для спортсменов. Но сейчас я тоже вот работаю с некоторыми ребятами, со спортсменами, те, кто изъявляет желание, хотят, например, перенять опыт. Да, я сейчас работаю уже с ними. Юрий, расскажите, а как ваша складывается спортивная карьера? Я тоже закончил свою спортивную карьеру 2,5 года назад. Сейчас я тренер и рефери международного класса. Для того, чтобы стать рефери, надо защитить какую-то квалификацию, верно? Да, есть несколько категорий. Сначала защищаешь одну, национальную, потом категория континенталь и потом уже интернешнл. То есть интернешнл — это самая высокая. Вот я сейчас недавно совсем уже получил эту категорию. Поздравляю. Спасибо. А теперь тогда о тренерской деятельности. С какого возраста к вам приводят детей для того, чтобы они тренировались? Самый маленький, которого ко мне приводили, это был 3,5 года. Ого! 3,5 года. И как? Ну, дети бывают разные. Кто-то в это время уже может и кувыркаться, и прыгать, и бегать. Есть детки, которые немножко слабее развиваются. Вот. Ну, со всеми можно работать, всех можно научить. Тяжело, разговору нет, но можно. Когда они начинают с такого возраста, уже к 9-10 годам они добиваются больших успехов. Ну вот здесь же, наверное, ключевое все-таки это боевые искусства, а не просто бои. Как донести до ребенка, что это отчасти духовный путь даже? Ну, да, это дзюдо очень большая философия. В первую очередь это уважение ко всем и ко всему. Что ты делаешь, с кем ты встречаешься, неважно, на татами, в жизни. Второе — это уже дисциплина и упорный труд. Если чем раньше ребенок это поймет, тем лучше будет для него. Мы стараемся этому их учить с ранних лет. А бывают такие случаи, когда, например, ребенок занимался каким-то другим видом спорта, ну, скажем, футболом или тоже легкой атлетикой, да, а потом в один момент его просто озарило, и его привели на дзюдо? Очень часто такое бывает. Бывает, что и с дзюдо уходят в легкую атлетику или в тяжелую атлетику. Ну, просто это не его. Хорошо, когда ребенок это сам понимает, и родители его это понимают. А бывает такое, что ребенок не хочет, а родители его заставляют. И в итоге он и не здесь, и не там, и
ничего больше не хочется. Ну да, толку от этого никакого. Для вас что означает этот вид спорта? Это вся моя жизнь. Это вся моя жизнь. Я всю жизнь посвятил дзюдо и, скорее всего, буду дальше развивать этот вид спорта, как-то двигаться в этой сфере. Мы за эфиром с вами немножко, когда говорили, вы сказали, что к вам, когда приходят дети на тренировку, они показывают такое, чего вы никогда не видели. Как это получается так? Ну, вот именно. Я не знаю, как это у них получается. Они, они делают это неосознанно. А ты видишь, это может пригодиться там, для борьбы. И ты начинаешь это у них перенимать и учить других детей этому. Бывают и такие случаи, что ты учишься у 5-летних детей. Удивительно. Интересно было бы, конечно, посмотреть на это. Данил, вы занимаетесь прыжками в высоту. Какие данные для этого нужны? Ну, в плане физических, если... Я знаю, ребята, у нас вот ребята есть, которые не особо даже высокие, там в районе там, 180, 183. Очень много были олимпийские чемпионы, которые не сильно высокие. То есть рост здесь не настолько прям сильно важен. Ну, наверное, какая-то прыгучесть. И, на мой взгляд, еще в любом случае я буду голосовать за управление своими эмоциями, за ментальное здоровье, за то, что спортсмен должен быть в первую очередь готов ментально. Вот. А прыгучесть, то есть это не просто какие-то выдумки, действительно есть такая способность, которую можно развить? Ну, я бы сказал, в любом случае есть предрасположенность. Это как... Как гибкость, например, у человека. Да, это как и генетическая составляющая. В любом случае, что есть человек, который предрасположен к тому, что он, например, будет высоко прыгать. Например, там прыгучая стопа там, или быстрые реактивные мышцы там, и так далее. Ну, то есть существуют некоторые там параметры, по которым можно определить, что у человека есть задатки, там, талант. Но я думаю, так и в любом виде спорта. Всегда есть предрасположенность к чему-то. Если мы говорим с вами о ментальной составляющей, наверняка какие-то мысли посещают вас в момент полета. Все мысли посещают до прыжка. Настройка получается такая небольшая. Да, потому что уже думать во время полета — это сразу до свидания, можно сказать. А вот те мысли, которые посещают до прыжка, там основная работа проходит. Страх высоты есть? Конечно, есть страх высоты, есть страх цифр, что есть определенные высоты, например, 2.30 — это как такой общепризнанный, так скажем, да, гроссмейстерский режим, гроссмейстерский такой уровень. И когда он наступает, он имеет такую психологическую отметку, которую сложно преодолеть. И, в принципе, уже после 2.30 каждый сантиметр, он уже психологически сложный, потому что там уже, это, ну, можно так сказать, уже почти предел человеческих возможностей. Какой совет тогда можно дать начинающим спортсменам? Начинающим спортсменам я бы дал такой, что нужно работать не только над физическим телом, но и над тем, как вы думаете, как вы, что для вас спорт, и с какой точки зрения вы за этим наблюдаете. И молодым спортсменам даже больше воспринимать это как игру. А вот тренерам я бы дал больше совет, что действовать, работать с детьми из позиции любви и уважения к ним, а не с позиции унижения и страха. Вы согласны с этим? Полностью. Ну что ж, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Я еще хочу вот о чем поговорить. Не секрет, что на каждых играх «Дети Азии» особое внимание уделяется питанию спортсменов. Тщательно выбирали операторов питания, подбирали персонал. В гости в Якутию уже приехали делегации из 24 стран со своими кулинарными предпочтениями и традициями. Удастся ли уважить всех, узнаем прямо сейчас. С самого раннего утра повара и их помощники выходят на кухню столовой в средней школе номер 3. Именно здесь будут завтракать, обедать и ужинать волонтеры игр. Ну а чуть позже к ним присоединятся и команды. Блюда на обед подобраны с учетом калорийности и сытности. Салат, суп, вторые блюда, компот и пирожки. Такому бизнес-ланчу позавидуют многие рестораны столицы. В формировании меню повара, конечно же, учитывали и особенности питания представителей разных регионов и стран.
Я думаю, что мы постараемся как бы предусмотреть все, вот особенно мусульманские традиции, конечно, да, значит, и предоставить именно еду, ту, которую им приятно, наверное, будет, да, или как это назвать. Вот. Ну, я сразу говорю, что где будут обслуживаться команды из мусульманских стран, там конкретно будет предоставлено блюдо из мяса халяль. Для работы на объектах питания привлечены несколько сотен людей. Это и повара, и обслуживающий персонал, много среди них студентов СВФУ, АГИКИ и колледжей. Для последних работа на детях Азии – хорошая практика в будущей профессии. Руководят ими опытные повара-наставники. Ну, конечно, волнительно, беспокоимся. И это, ну, как всегда, ну, работа есть работа. От души готовим, чтобы было приятно и чтобы наелись. Первыми кулинарные таланты поваров игр «Дети Азии» оценили представители волонтерского корпуса игр. И, к слову сказать, все остались довольны. Очень вкусный, все в очень большом таком количестве, что даже, как видите, остались еще некоторые позиции. Очень вкусно. Вам как? Огромное спасибо. Это вообще очень вкусно все, очень сытно и, конечно же, в первую очередь полезно для каждого, как спортсмена, участника и волонтера игр. Повара уверены, что смогут удовлетворить потребности всех гостей столицы и готовы прислушаться ко всем пожеланиям и предложениям, чтобы сделать свои блюда еще вкуснее. Мы продолжаем программу. В общем-то, примерно так мы встречаем наших гостей из разных стран. Ну, хочу сказать, что сейчас у нас в студии появились уже другие гости. Это делегация из Таиланда в сопровождении переводчика. Добрый вечер. Ханапа, добро пожаловать к нам в Якутию. Расскажите, как вас встретил наш северный край. ยินดีต้อนรับสู่เมืองยูคูสก์คุณรู้สึกยังไงกับดินแดนเหนือของเรานะคะครั้งนี้ ค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ได้เกียรติเชิญมาการแข่งขันครั้งนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ Хочу поблагодарить за то, что еще раз меня пригласили на игры «Дети Азии». Я чувствую себя взволнованной и благодарю за теплый прием. А если вот как раз говорить о питании, с чем пришлось столкнуться, как в этом плане обстоят дела? ถามว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับอาหารรัสเซียที่ยากูตสก์นะคะ ค่ะก็อาหารของรัสเซียก็กินได้ค่ะแต่ว่าจะเหมือนที่ไทยจะชอบกินรสชาติแบบว่าเผ็ดนิดหน่อยค่ะแต่ของที่ยาคูก็จะเป็นไม่ค่อยเผ็ดค่ะก็กินได้ค่ะไม่มีปัญหา Я ем, все в порядке, но мы, тайцы, любим поострее, конечно. Хотелось бы поострее. Да. У вас за плечами азиатские игры, Олимпиада по тэквондо и много других соревнований. Расскажите, как вы достигли таких вершин? พนภาเคยผ่านการแข่งขันระดับแชมป์โลกแล้วก็ซีเกมก็การแข่งขันมากมายก็ขออธิบายความรู้สึกเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ที่ผ่านมานะคะแล้วก็อาจจะให้คำแนะนำกับนักกีฬามือใหม่นะคะที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ค่ะก็สำหรับการแข่งขันที่ผ่านมาก็จะต้องมีการฝึกซ้อมที่หนักค่ะแล้วก็เวลาฝึกซ้อมเนี่ยก็จะต้องฝึกซ้อมทำทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เราก็จะฝึกซ้อมเพิ่มเติมหลังจากที่ตามโปรแกรมฝึกซ้อมจากที่โค้ชสอนค่ะก็จะมีฝึกเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าแบบว่าเหมือนวันนี้เรายังฝึกสิ่งนี้ได้ไม่ดีเลยค่ะแล้วก็จะต้องทำให้มากกว่าคนอื่นค่ะแล้วก็ส่วนในเวลาของการแข่งขันเนี่ยก็คิดว่าแบบเราจะต้องลงไปทำการแข่งขันให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ค่ะแล้วก็ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเนี่ยก็แบบก็จะไม่เสียใจกับมันเพราะว่าเราแบบได้ทำเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย Фанапа рассказала о том, как она готовится к каждому, в принципе, соревнованию. И она рассказывает, что помимо программы, которую дает ей тренер, она всегда старается дополнительно что-то изучать, тренироваться дополнительно. И для участников соревнований, любых соревнований, она советует также отдавать себя полностью тренировкам, чтобы когда они вышли уже на арену, они чувствовали, что они сделали все возможное, а результат
они как бы оставляют уже немного вот и удачи, и в принципе они просто уверены в себе, что они сделали свой максимум. И тогда, будь это победа или поражение, человек из этого только извлечет урок, и это всегда будет положительный урок, вне зависимости от результата. Но ведь единоборство — это спорт далеко не дамский. Как же так получилось, что Конопат там оказалась? ถามว่าเทควันโดอาจจะมันไม่ใช่กีฬาสำหรับผู้หญิงโดยธรรมดาโดยทั่วไปก็พนภาถึงสนใจถึงกีฬานี้ยังไงคะ ก็ตอนแรกเหมือนตอนประถมค่ะที่โรงเรียนมีสอนพิเศษตอนเย็น แล้วก็เห็นว่าชุดเทควันโดเนี่ยมันสวยดีแล้วก็แบบเท่ดีอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เห็นเขาวิ่งเล่นกันสนุกสนานนี้ก็เลยไปขอคุณแม่มาเรียนค่ะแล้วคุณแม่ก็ตอบตกลงแล้วพอได้เริ่มเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกกับมันแล้วก็เหมือนได้ออกกำลังกายแล้วก็แบบเรียนรู้การป้องกันตัวเบื้องต้นด้วยค่ะ На самом деле, в начальной школе она заметила вот эту дополнительную секцию, ее привлекли красивые костюмы. Привлекли красивые костюмы, то, что дети резвятся, играют, бегают. Она попросила маму записать ее в секцию. Мама записала, согласилась. И вот так все и началось. Ей очень понравилось, было весело. Ну и потом уже пришла и серьезность. Чему учит тэквондо? Какой главный урок? มีสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไรที่เทควันโดสั้นสอนนะคะ ก็เป็นเรื่องของระเบียบวินัยค่ะแล้วก็เป็นความสามัคคีแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นค่ะเพราะว่าเหมือนเราฝึกซ้อมเนี่ยเราจะอยู่ที่สนามซ้อมมากกว่าอยู่ที่บ้านเราก็จะต้องอยู่กับเพื่อนร่วมทีมอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะมีความสามัคคีกันอยู่ร่วมกัน แล้วก็เหมือนนำทุกอย่างที่สอนในเทควันโดเนี่ยสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ В первую очередь это дисциплина, и во-вторых, вообще в какой-то момент спортсмен проводит на тренировках больше времени, чем дома, и это коммуникация с другими людьми, единство с командой, такие ценности общества и вот сообщества спортивного. А что самое сложное? เป็นในเทควันโดมีสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรสิ่งที่ยากที่สุดในการเล่นเทควันโด ก็คิดว่าการที่เราต้องมีสติแล้วก็สมาธิค่ะเหมือนกับว่าถ้าสมมติเวลาที่เราแข่งขันเนี่ยถ้าเราเนี่ยฝึกซ้อมเต็มที่แล้วแต่ว่าเวลาที่เราลงไปทำการแข่งขันเราแบบไม่มีสติแล้วก็ไม่มีสมาธิว่าคิดว่าจะสู้กับคู่ต่อสู้ยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะทำให้เราแบบที่ซ้อมมาเนี่ยเราจะแสดงออกไปได้แบบไม่ดีพอทำให้ผลการแข่งขันอาจจะออกมาแบบว่าไม่ดีค่ะ Момент концентрации и вот именно момент, когда ты выходишь на ринг, поскольку ты можешь очень много тренироваться, но если в какой-то момент ты потерял эту концентрацию, то может как бы последовать разочарование. В этот момент собирание своих сил очень важен. Неужели такое бывает? Потому что известно, что Таиланд — страна улыбок. ก็ มันพนภาเป็นนักกีฬาที่ซีเรียสใช่ไหมคะมันคนรัสเซียคิดว่าคนไทยยิ้มตลอดเวลา เหมือนกับว่าจะเป็นคนที่ชอบตื่นเต้นค่ะเวลาที่ลงแข่งเหมือนกับมีกองเชียร์เสียงดังๆอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ชอบตื่นเต้นแล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีสมาธิเวลาที่ลงแข่งก็จะทำให้แบบว่าคิดไม่ออกว่าจะเตะกับคู่ต่อสู้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็เป็นปัญหาแล้วก็จะเหมือนพอก่อนที่จะลงแข่งก็จะต้องทำสมาธิมีสติก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะพอลงไปแล้วเราก็จะสามารถคิดทันว่าจะต้องทำยังไงถึงจะเตะชนะคู่ต่อสู้ได้ก็เลยคิดว่าจะต้องมีสติตลอดเวลาที่จะทำอะไรเราถึงจะชนะได้ค่ะ На самом деле, перед соревнованиями она медитирует, то есть она собирается полностью серьезно и настраивается на соревнования вот таким образом. Познакомились ли уже с историей игр? ก็พนภาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเกม Children of Asia แล้วใช่ไหมคะ Да. Хорошо. Как считаете, какова основная миссия игр? เราถามว่าพนภาคิดว่าภารกิจหลักของเกม Children of Asia คืออะไรนะคะ คิดว่าเป็นการที่มีนักกีฬาในรุ่นอายุเดียวกันค่ะก็มาแข่งขันกันแต่ว่าก็ไม่ได้คิดแค่แบบการแข่งขันเราคิด
พื่อที่จะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกัน แล้วก็สามารถติดต่อกันได้ภายในอนาคตค่ะแบบของหนูตอนที่มาแข่งก็ตอนนี้ก็ยังมีเพื่อนที่แข่งของปีเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีติดต่อกันอยู่แล้วก็มีมาเที่ยวที่ไทยบ้างค่ะ Мгм. Да, она считает, что миссия, помимо непосредственного соревнований, это то, что дети одинакового возраста, разных национальностей, наций собираются, знакомятся, и в том числе в своей команде и другие люди. То есть это такое взаимодействие и, да, единство людей вокруг спорта. Да, получается, что спорт, он все-таки больше для дружбы, ну, конечно, и для личных достижений. А вот в каком количестве человек приехала делегация Таиланда, если не секрет? ครั้งนี้ทีมไทยมีกี่คนนะคะ45 คนใช่ไหม ใช่ค่ะ45 คน 45 человек в этот 45 раз. человек. И заняты во всех соревнованиях? Или только в боевых искусствах? Нет, есть еще легкая атлетика, плавание, баскетбол. Мгм. Ну что ж, интересно будет посмотреть, как ребята будут соревноваться. Ханапа, расскажите, а вот удалось ли уже что-то посмотреть у нас в городе? Возможно, даже спортивные объекты. Впечатлили они или, может быть, как-то не особо? ได้มีโอกาสดูอะไรในเมืองยากูตสก์ครั้งนี้นะคะ ได้โอกาสดูสถานที่อะไร อ๋อ ก็วันนี้มีไปดูถ้ำน้ำแข็งค่ะ ที่ประเทศไทยเหมือนจะไม่ค่อยมีฤดูหนาวค่ะ มีแต่ก็เหมือนจะไม่หนาวจะร้อนส่วนใหญ่จะเป็นฤดูร้อน ก็วันนี้ได้ดูถ้ำน้ำแข็งก็แบบรู้สึกประทับใจมากค่ะ แล้วก็แบบรู้สึกแปลกๆ แต่ว่ารู้สึกแบบเหมือนมัน Amazing มากค่ะแบบไม่เคยเห็นที่ประเทศไทย Пока на спортивных объектах не были, но были в музее вечной мерзлоты, что огромное впечатление произвело. Конечно, в Таиланде такого нет. Было очень интересно и захватывающе. Ну вот, я как раз почему и спросила, что это для нас довольно экзотический вид спорта. Возможно, наоборот, нам есть чему у таиландской делегации поучиться. В тэквондо? В тэквондо, я думаю. ก็พนภัยคิดว่าคนไทยเก่งในเทควันโดใช่ไหมคะ ก็อาจจะมีคนรัสเซียจะเรียนอะไรจากทีมชาติไทยเทควันโดมีอะไรบ้าง คิดว่ายังไงอะ คิดว่าตอนนี้ที่ไทยของปกติกีฬาเทควันโดจะเป็นของเกาหลีค่ะ แต่ว่าตอนนี้ที่ไทยก็เป็นโค้ชเกาหลีสอนค่ะ ก็คิดว่าที่ไทยเราก็ฝีมือก็เทควันโดก็ดีค่ะ แต่ส่วนใหญ่คนต่างชาติเนี่ยจะรู้จักแต่มวยไทย ถ้าสมมติว่าไปเรียนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นมวยไทยจะเป็นที่รู้จักมากกว่าของเทควันโดค่ะ Ну, сейчас тэквондо, да, в Таиланде популярен, и хотя это корейский вид спорта, сейчас очень много корейских, в том числе тренеров в Таиланде. Вот. Так что поэтому, да, интерес к тэквондо высокий, и уровень достаточно высокий. Хотя, конечно, мы все знаем, что Таиланд — это муай-тай, в первую очередь тайский бокс. Но тайцы, да, она считает, что есть чему поучиться, но чему не сказала. Ну, конечно, не будем же все Секрет. секреты раскрывать. Хорошо, значит, тэквондо, муай-тай как национальная составляющая. А какие еще виды спорта แล้ว популярны? ก็มีกีฬาอะไรอีกที่นิยมที่ประเทศไทย นอกจากเทควันโดกับมวยไทย มีฟุตบอลค่ะ แล้วก็วอลเลย์บอล Футбол и волейбол. Тайцы любят. Здорово. Ну, игры с мячом, они всегда занимают очень такое плотное место в жизни тех, кто действительно увлекается спортом. Уже завтра начнутся большие соревнования, церемония открытия. Что можно пожелать участникам и спортсменам, с кем, получается, наша делегация, гостевая тайская делегация будет соревноваться? พรุ่งนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันแล้วก็การแข่งขันใหญ่จะเริ่มต้นนะคะก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาหรืออาจจะให้คำแนะนำกับนักกีฬานะคะ ก็สำหรับวันพรุ่งนี้พิธีเปิดค่ะก็หนูตั้งตารอมากค่ะเพราะว่าเหมือนครั้งที่หนูมามันก็แบบว่าเปิดแบบได้อลังการแล้วก็แบบน่าประทับใจมากค่ะแล้วก็สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนทำให้เต็มที่ค่ะสุดความสามารถของตัวเองแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬาค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีสมหวังในเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ค่ะ Открытие игр — это
наверняка очень красивое зрелище. Она один раз его уже видела, оно было масштабным, и поэтому она в предвкушении. А участникам она хочет, во-первых, напомнить, что у них есть все необходимые способности, они тренировались, им нужно только проявить свои способности, и желает удачи. Ну и плюс вера в себя, конечно. В Таиланде субтропический климат, у нас здесь резко континентальный, но все-таки жара стоит, я думаю, примерно похожая. Как с климатом произошло взаимодействие? ความร้อนที่ประเทศไทยกับความร้อนที่ยาคูตสก์มันแตกต่างยังไงแล้วก็พนภารู้สึกยังไงที่ยาคูตสก์ก็ในเรื่องอากาศ ก็ที่ประเทศไทยจะร้อนมากค่ะ ร้อนสูงสุดน่าจะประมาณ 40 องศาได้ แล้วก็เวลาที่มีแดดก็ร้อนเหมือนกัน แต่ว่าที่ยาคุดเหมือนประมาณ 30 แต่ว่ามีแดดก็แดดไม่ร้อนแล้วก็มีลมเย็นค่ะ จริงๆดูข้อมูลมาก่อนว่ามีที่ยาคุดนี่เป็นเมืองที่หนาวที่สุดแต่จริงๆก็อยากลองมาตอนฤดูหนาวแต่กลัวว่าจะอยู่ไม่ได้เหมือนกัน Ну, в Таиланде достаточно часто бывает 40 и солнце это вообще невозможно терпеть. И Якутск 30 и солнце достаточно терпимо. Есть ветерок, она сказала, хорошо. В общем, вполне комфортно. Но в глубине души ей хочется приехать зимой и посмотреть, каково это. Ну, жара жаре рознь получается. Известно, что для иностранных делегаций подготовлены такие небольшие туристические книжечки, где будет рассказано, показано о тех объектах, которые необходимо посмотреть. Но я точно знаю, что, например, когда приезжаешь в какую-либо из стран Юго-Восточной Азии, там иногда тоже выдают нечто подобное и даже небольшой разговорник. А вот успела ли Ханапа выучить какие-то фразы, может быть, на русском или даже на якутском языке? พนภารู้คำภาษารัสเซียอะไรบ้างรู้หรือยังนะคะ ยังค่ะสอนได้ไหมคะยังไม่รู้เลย Еще не знает, научите какому-нибудь слову. Хорошо. Чему мы можем научить? Какому-нибудь слову. Какому-нибудь слову? Ну, давайте научим, наверное, слову «спасибо», да? Все-таки да. это хорошая благодарность, это всегда здорово. Спасибо. Ну, вы так и переведете, ведь верно? ขอบคุณ ขอบคุณ สปาซีบา สปาซีบา Да. Давайте теперь в ответ научите меня, как по-тайски будет. Спасибо. Да. ขอบคุณ Пунь. ขอบคุณ Еще можно добавить «ха» — это частичка вежливости, но только для женщин. Ага, хорошо, я запомню это. И мы начали все-таки разговаривать с кухни. Может быть, удалось уже попробовать что-то из национальной якутской еды? พนภาได้ลองอาหารยาคูตหรือยังนะคะ เมื่อตอนเช้ากินเป็นพาสต้าค่ะกับซีซ่าสลัดแต่ว่าเหมือนครั้งที่แล้วมาเคยกินเป็นข้าวที่แบบเป็นเม็ดใหญ่ๆค่ะตอนแรกตกใจมากเพราะว่าเหมือนที่ไทยเป็นข้าวเม็ดเล็กๆแต่ว่ากินได้ค่ะไม่มีปัญหา Ну, в этот раз пока она только европейскую еду поела, пасту и салат «Цезарь», но в прошлый раз она ела местный рис, который такой крупный, в отличие от тайского, что ее очень удивило. Я поняла, о чем речь идет. Да, ну, хорошо, мы назовем его, конечно, местным, потому что он выращивается в России. Советую попробовать какие-нибудь супы, например, якутские. Ну, они, конечно, все-таки больше на любителя. Ну, и то, чем хвалится Якутия, это рыба. Может быть, если удастся найти где-то строганину, вот блюдо именно из северной замороженной рыбы, я думаю, что останется гости под впечатлением. แนะนำให้ลองกินซุปยาคูตแล้วก็ปลาต่างๆนะคะ Попробую. Отлично. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Я хочу пожелать вам удачи на предстоящих соревнованиях. Ну и, конечно, незабываемых впечатлений. ขอบคุณมากๆที่มาเข้าร่วมวันนี้นะคะโชคดีนะคะ ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ Хапунька. Так, Регина, вам тоже большое спасибо. Спасибо вам. Я напомню, вы смотрели программу «Якутия в деталях». На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.